Слава Тебе, Господи, Дорогие братья и сестры, сегодняшнее Евангелие мне добро знакомое, нам мы его не раз читали, не раз чули, не раз розважали над ним, и сенс его неагульный нам всем ясный. Царь – это Бог, пир – это володарство небесное, якое клича царь, Бог клича кожного з нас. Мы – это те люди, які покликаны на это володарство, на этот пир, на это володарство. Альбо мы те люди, яких собрали потом слуги, рабы этого господара, после того, как месцы застались вольными, бо те, кто был ранее запрошены, не оказались годными, отмовились от этого гонору. Альбо мы те люди, які, коли відчуваємо у себе некие згризоти сумления, то это мы справді можем быть с теми людьми, які не згодились, не захотели провести на этот пир, на это володарство, на это веселье. И этот контекст нам усім ясный, бо мы не раз про это розважали. Мы каждый год про это розважаем. Евангелие читаем это каждый год и розважаем про его. Каждый год повторяем одно и то же. Але я хотел бы сегодня звернуть увагу на сенс этого Евангелия у контексте наших сегодняшних подей. Потому что с одного боку так, нам может быть легко разважать про то, что там у володарстве небесным нас чакает, тешиться в этом, радоваться тому, что Бог клича нас на веселье, радоваться тому, что Он клича нас на пир, а с другого боку наше сердце наполняют переживания опошних дён, опошних тыдняў, месяца опошнего, когда в нашей краине мы бачим, что отбывается неспокой, что пануе несправедливость, что отбывается гвалт, что отбываются іншие несправедливые подеи, хотя бы там з апошняга тыдня, коли кіраўніка католицкой либо католицкой церкви не упустили в Беларуси. Все это мы переживаем. И вот что значит в контексте этого сегодняшнего Евангелия, как глянуть на эти подеи, які отбываются в нашей краине. С одного боку, здається, что совести вельми мало. Потому что тут про володарство небесное, тут про некий пир, а тут наше земное, тут наши земные клопоты, несправедливость, побои и все іншее. А с другого боку, заўсёды, я думаю, нам, як християнам, варто глядеть на то, что отбывается у свете, на то, что отбывается вокруг нас, на то, что нас хвалює, менавіта с християнского пункту гледжання. Так, есть люди, которые занимаются профессийно политикой, громадской деятельностью, доброчинной деятельностью, и они будут по-своему бачить ту ситуацию, яка отбывается в нашей краине сегодня. А мы, как христиане, повинны бачить ее по-своему, по-християнску, и по-християнску на нее реагировать. Это не значит, что это будет суперечить, там, не ведаю, політичной, там, громадской, особливо доброчинному баченню в сегодняшней ситуации в Украине. Але это будем, может быть, дополнять, и это будет наполнять нас, как христианов, іншим неким сенсом. Мы не будем просто-напросто черговой некой політичной партии, яка будет там потребовать своего у этом свете. Але будем той сапраўды, як Христос писал соль, Христос сказал солью, якая будет все то, что в этом свете отбывается, солить, якая будет надавать всему этому смак, будет надавать всему этому сенс. Дык вось, у святле сегодняшнего Евангелия, я думаю, что нам с вами варто задать сапраўды пытанне, наколькі мы даем отказ на этот Божий заклик, провести на это веселье, провести на этот пир, провести на это застолье, на якое Бог нас клича. И это не просто наше особистое, это не просто наш особистый заклик, не просто для нас Бог приготовил нечто доброе, некий пир подчас чумы, некое застолье, коли усім там болюче и все переживают. Нет. Для нас, разумеется, дорогие братья и сестры, наша вера, наша молитва и особливо вот это наше застолье, а это застолье это аналог нашей литургии, нашей Евхаристии, повинно статься для нас сапраўды нашим обовязком у гэтые моменты, у гэтые хвилины, у гэтые дни, у гэтые часы.
Бо ми, удзельнічаючи ў Євхаристії, молячися і особливо приймаючи причастя, ми не просто з вами, дорогі брати і сестри, робимо нечто для себе. Ні, ми це робимо для світу, ми це робимо для сусвіту, ми це робимо для тих людей, які потребують нашої уваги, духовної підтримки, духовної опори. Узмацняючися духово самі, ми духово опекуем, охоплюємо своєю духовою опікою тих людей, які вокруг нас, тих людей, які потребують нашої молитви, потребують нашої духовної уваги. Самі, коли ми будемо пустими з вами, самі, коли ми з вами будемо просто-напросто, не ведаю, жити у світському гэтым житті, цікавитися новинами, переживати там за події, займатися своїми звичайними справами, ми зможемо щось, напевно, дати гэтым людям, але не зможемо дати того, що ми можемо отримати від Бога і передати далі. Тому, дорогі брати і сестри, для нас сьогодні це Євангеліє особливо актуальне, тому що воно закликає нас бути сапраўды християнами, почуть этот Божий заклик, идти на пир, идти на веселье. На веселье идти не для того, чтобы просто радоваться и тешиться, а для того, чтобы для чего идут на пир, для чего? Как поесть хорошо, как добро отпочить, как добро повеселиться. А для чего ядуть добро, для чего добро отпочивают, для чего веселятся? Для того, как сил набраться. И мы с вами, дорогие браты и сестры, повинны на этой Евхаристии, на сегодняшней Евхаристии, на завтрашней, послезавтрашней и так далее, набраться сил для того, как нести эти силы, нести себе для допомоги іншим людям. Так, магчыма нам спотребиться допомогти там неким іншим людям, там, не ведаю, финансово, материально, неким учинкам, некими справами допомогти. Ось. Але хутчэй за ўсё, я думаю, што нам патрэбна будзе дапамагаць людям малітваю, бо малітвы ніколі не бывае зашмат, і думаю, што ў гэты час асабліва малітва патрэбная людям, асабліва патрэбная тым, хто церпіць несправядлівасці, здзекі, асабліва патрэбная тым, хто прымае важныя і лёсавызначальныя рашэнні для нашай бацькаўшчыны, асабліва патрэбная тым, хто памыляецца і хто, напэўна, глядзіць на тую сітуацыю, якая адбываецца ў нашай краіне з нейкага памылковага пункту гледжання, напэўна, тым людзям, якія, можа быць, робяць несправядлівасць, зло, кім бы яны ні былі, дзе б яны не знаходзіліся, і з якога боку бы яны не знаходзіліся. Гэтым людям патрэбная наша молитва, гэтым людям патрэбная наша духовая опека. И коли мы с вами, дорогие браты и сестры, будем здесь далеко от Бога, коли мы там, не ведаю, обмежуемся, нават не то, что далеко от Бога, а обмежуемся там некими молитвами, якія мы откляпаем, пробачьте за выраз, и не будем просто-напросто имкнуться, як мага быть ближей до Бога, как наша молитва сапраўды была молитвою с великой литеры, то мы будем той солью, якая стратила смак, про якую кажется в Евангелии. Мы будем теми рабами, теми слугами, яких просто выгнали, потому что яны были опранутые не в весельную вопратку, потому что яны в резине в неких брудных лахманах пришли на этот пир. И не тому, что им не было чего опрануть, а просто за зневаги, за такое попустительство, за свое такое, не ведаю, некое разглядяйство своего некого. И тогда мы почуем той отказ, який пошел, ось это неотповедно опранутый слуга у сегодняшнем Евангелии. Тому, дорогие браты и сестры, я думаю, что практично у чым повинно заключаться ось наше решение, якое мы можем принять после сегодняшней литургии, после сегодняшнего оказания. У тым, как добро подрыхтоваться до споведи, приступить до споведи, як мага частей удзельнічаць у литургии, приймать Евхаристию, триматься нашей особистой молитвы, так, як яна была у нас до того, як ось. І, бо, як каже, мені сподобалося колись гэты выраз святого Ігнатія Лайолы, што калі мы приймаем рашэнне у нейкія спакойныя часы адносна нашага духовнага жыцця, нельга яго мяняць, калі часы пачнуцца неспакойныя і несправядлівыя. Калі мы з вами молилися, там, не ведаю, 10, 20, 30 хвілін раніцай, увечары, а зараз мы настолько переживаем за то, что отбывается в нашей краине, что не знаходим этого часу на молитву. Читаем новины просто, нам треба прочитать, поглядеть, что там отбывается, а молитва, уже помолимся, коли будет тихо и спокойно. Нет, триматься этого, триматься того, что было у нас до этого.
і так само дадаць да гэтай малітвы, адмысловыя малітвы за нашу бацькаўшчыну, за тых людзей, за якіх мы перажываем, за ўсю сітуацыю ў нашай краіне, дзеля таго, каб сапраўды духоўна змяніць гэтую краіну, духоўна змяніць гэты свет, не дзеля таго, каб адзін палітычны лад там, значыць, змяніў другі, ці там не ведаю, каб той палітычны лад утрымаўся, які там нам падабаецца. Не, дзеля таго, каб гэтая краіна сталася іншаю, канцэптуальна іншаю, там, якасна іншаю. Каб гэта была не чарговая БССР, там, значыць, з іншым урадам, але каб гэта была хрысціянская Беларусь, якой яна была ад самых нашых пачаткаў гісторыі, ад часоў Ефрасіні Полацкай, ад часоў Кірыла Туроўскага. Вось у гэтым наш сэнс, у гэтым сэнс нашай веры, у гэтым сэнс нашага хрысціянства, у гэтым сэнс нашых перажыванняў павінен быць у гэтыя дні, сэнс нашых клопатаў, турботаў пра нашу бацькаўшчыну. І таму давайте возьмем себе ў рукі, возьмемся за гэтую духоўную працу па перамяненні нашай краіны, па перамяненні сябе і потым усяго таго, што ёсць вакол нас. Амінь.